Владимиру Путину доложили о нападении на дочь чемпиона по смешанным единоборствам Федора Емельяненко. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил: Путин в курсе. При этом Песков просит не делать поспешных выводов. О том, во что вылились детские бои в Грозном, разбирался весь день обозреватель «Настоящего времени» Ренат Давлетгильдеев. Приветствую Рената в студии «Настоящего времени». Кажется, Путин и Емельяненко знакомы, Ренат. Да, приветствую тебя, Тимур. Действительно, Емельяненко Путину не чужой человек, Пескову и вовсе друг. Пресс-секретарь президента сегодня подтвердил как хорошие личные отношения со спортсменом, так и факт того, что о нападении на дочь самого титулованного бойца мира президент знает. Я бы порекомендовал избегать каких-либо ассоциаций, каких-либо параллелей или каких-то там подозрений до того, как установлено, кто это совершил. О том, что на 14-летнюю дочь Емельяненко напали, стало известно вчера. Сам инцидент произошел в Москве в минувшую пятницу. В больницу девочка попала с диагнозом ушиб груди и тупая травма брюшной полости, но сегодня утром девочку выписали. Сам Федор Емельяненко был недоступен для комментариев, но мне удалось дозвониться до его личного тренера Владимира Воронова, который рассказал нам, что Емельяненко тяжело переживает случившееся, но продолжает тренироваться и находится сейчас на сборах в городе Старый Оскол. Нападение на дочь Емельяненко совпало с конфликтом бойца без правил и чеченского руководства. Многие соратники Рамзана Кадырова обиделись на пост Емельяненко в Инстаграме, где он осудил прошедшие в Грозном детские бои без правил. Тогда чеченцы принялись открыто угрожать Емельяненко, ну а дальше всех зашел ближайший соратник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов. Кем бы ни был человек, ему придется отвечать за каждое слово, сказанное в адрес моих дорогих племянников. Аллаху Акбар. Охлаждать пыл подчиненных пришлось уже лично Рамзану Кадырову. Глава Чечни призвал их удалить все посты с критикой спортсмена и почти что извинился перед бойцом. А вот нападение на дочь Емельяненко руководство Чечни пока никак не прокомментировало. Председатель Союза чеченской молодежи Рустам Топаев рассказал нам, что чеченцы стоять за этим не могут, вопреки предположению некоторых СМИ, и даже готов собрать добровольные патрули из молодых чеченцев, которые вместе с полицией будут искать напавшего на дочь Емельяненко. Давайте послушаем. Я считаю, что данный инцидент с дочерью Емельяненко никак не связан вообще ни с чеченцами, с Чеченской Республикой и не связан с тем инцидентом, который был после боев в Грозном. Я считаю, что это совпадение. Если будет какая-то возможность на общественных началах как-то помочь, разыскать, конечно, мы это сделаем. Федор Емельяненко для мира единоборств своего рода гуру, причем не только для России, но и для всего мира. Фактически именно с его именем связан взлет ММА и смешанных боев искусств еще задолго до того, как на его бои стал ходить Владимир Путин. Если сам Емельяненко выступил против детских схваток, то чеченскому руководству нужно было послушаться его, а не оправдываться, так считает бывший чемпион мира по рукопашному бою среди профессионалов Павел Балаягинов. Такие вещи, они... я думаю, недопустимы. Емельяненко здесь свою критику вполне обоснованно указал как профессионал в области физической культуры и спорта. Вообще по закону виды спорта, которые могут нанести вред, они запрещены. Ну а буквально пару часов назад в московской полиции со ссылкой на показания самой дочки Федора Емельяненко заявили, что напавший на девочку человек славянской внешности, а не кавказской, и теперь найти его лишь вопрос времени. Тимур. Спасибо большое, Ренат Давлетгильдеев. Будем следить, исчерпан этот инцидент или не исчерпан. Спасибо, Ренат.